Никита Олегович, пожалуйста, представьтесь, какое именно учреждение вы представляете, в качестве кого вы здесь находитесь. Исаев Никита Олегович, я директор Института актуальной экономики, Москва, Россия. Я являюсь членом российской делегации в рамках Российско-Абхазского экономического форума. Вел совместно с министром экономики Республики Абхазия круглый стол, базовый круглый стол «Инвестиционная привлекательность Республики Абхазия». Ну и, собственно, исходя из формата нынешнего 6-го Российско-Абхазского экономического форума, модераторы круглых столов задавали тон сутевой части Российско-Абхазского экономического форума, то есть фактически формировали ту повестку, по результатам которой были приняты решения, подписаны совместные резолюции, и которые будут воплощаться в жизнь, реализовываться уже нашими исполнительными органами власти. Вы не впервые участвуете в экономическом форуме в Абхазии? Или это ваше первое участие в таком мероприятии? Нет, я участвовал уже в экономическом форуме 5 лет назад. Тогда я был чиновником, российским чиновником, возглавлял профильный департамент оказания содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия, Южная Осетия и Российский Северный Кавказ. Собственно, эта Республика Абхазия мне хорошо известна. Я формировал первый комплексный план социально-экономического развития Республики Абхазия. Мы это делали совместно еще с покойным президентом Сергеем Васильевичем Багапшем, с которым у нас были очень приятные, я бы назвал, дружеские отношения. И считаю, что тогда заложили те основы наших отношений экономического свойства между Россией и Абхазией, что принципиально важно, поскольку в конечном итоге экономика влияет на благосостояние граждан, и именно она определяет комфорт и уровень жизни населения. Как вот вы уже с таким большим опытом, изучая экономику в своем институте, имея дело в Абхазии, да, встречаясь с нашим министром экономики, общаясь там с ним по поводу наших различных актуальных вопросов, скажите, как вы оцениваете уровень двустороннего сотрудничества наших стран? О сотрудничестве всегда говорят цифры, а не эмоции, скорее. Цифры положительные. Сегодня в докладе заместителя министра экономического развития России Александра Цыбульского, руководителя нашей российской делегации, эти цифры прозвучали. Растет товарооборот между Россией и Абхазией, увеличивается объем государственной поддержки инвестиционной программы Республики Абхазия. Новый комплексный план 2015-2017 годов предусматривает увеличение дотаций со стороны России и Республики Абхазия по инвестиционной составляющей почти в 2 раза, 5,5 миллиардов ежегодно Россия направляет в Республику Абхазия. Мы видим и рост доходов собственных Республики Абхазия. Все-таки задача Республики Абхазия, да и Российской Федерации не обеспечивать постоянное датирование, наверное, и в этом нет интереса и у Абхазской республики, а, собственно, стать самостоятельной, самодостаточной в финансовом положении экономикой, государством, для того, чтобы самостоятельно балансировать бюджет, обеспечивать доходы, формировать расходы и обеспечить высокий уровень жизни населения. Поэтому, если говорить в целом, то считаю, что динамика достаточно положительная. Существуют определенные вопросы. Это происходит всегда, без вопросов. Это какая-то идеалистическая, скорее утопичная картинка, да? Эти вопросы необходимо постоянно поднимать и решать, потому что в другом, без отсутствия диалога, нерешаемые вопросы ведут к тупику. Так выходит, что между Россией и Абхазией никаких тупиков не существует. Существует огромное желание оказывать не просто помощь, а абсолютно равноправное партнерское экономическое взаимоотношение между нашими странами. Никита Олегович, вы участвовали в работе круглого стола, который назывался «Приоритеты инвестиционной политики».
Вот скажите, пожалуйста, каковы приоритеты инвестиционной политики, как это будет взаимодействовать, затрагивать Россию? Мгм. Ну, здесь ответ во многом очевиден. Я этот вопрос сегодня задавал и председателю правительства Республики Абхазия, и, собственно, нисколько не был удивлен ответом. Безусловно, это туристическая отрасль, приоритет, это исторический приоритет, и в Советском Союзе это было всесоюзным курортом, да, и с особо уникальной экологической зоной и климатическими условиями, морем, горами, культурными памятниками, религии и так далее. То есть многовековая история Абхазии всегда привлекала россиян, а не только море, да, как может это показаться иногда. Поэтому, да, это туристическая отрасль. Мы ни в коем случае не сомневаемся, что это является основной точкой роста экономики Республики Абхазия, и именно туда целесообразно направлять основные усилия. Совершенно не означает, что не стоит развивать промышленный потенциал. Мы сегодня слышали, что цифры в Советском Союзе, ежегодный оборот составлял $1,5 миллиарда. Тех долларов, которые еще были в Советском Союзе, действовало 101 промышленное предприятие, плюс, естественно, и сельское хозяйство, в первую очередь мандарины, да, которые экспортировались, да и сейчас экспортируются. Просто необходимо это все восстанавливать, переходить к инвестиционной модели развития республики. Если в начале инвестиционная программа в большей степени предполагала расходование средств на восстановление инфраструктуры Республики Абхазия, которая была подвержена уничтожению или серьезным проблемам инфраструктурного свойства после войны и блокады, то сейчас необходимо, так сказать, давать удочку, а не рыбу, о чем сегодня много говорил и министр экономики Республики Абхазия, и председатель правительства. Россия поддерживает этот подход и считает, что именно таким образом экономика Абхазии может быть перезапущена. Для нас это очень важно, мы хотим равноправного партнера. Как вы оцениваете уровень инвестиционной привлекательности Абхазии для бизнеса России? Ну, это был один из ключевых вопросов, которые мы сегодня обсуждали, модерируя круглый стол с вашим министром экономики совместно. Есть вопросы. Вопросы лежат в понятных плоскостях всегда. В первую очередь это касается налоговой системы. Значит, в настоящий момент в Абхазии она для бюджета не совсем совершенна. Объем сборов налогов составляет около 5% от ВВП, то есть около 4 миллиардов рублей от 80 миллиардов ВВП Республики Абхазия. Это крайне немного. Разумеется, необходимо не ставить вопрос о повышении налогов, а ставить вопрос о качестве сбора этих налогов, вывода из тени существенной части экономики Республики Абхазия. Это шаги по этому поводу существуют, и, собственно, мы сегодня обсуждали изменение системы контрактных, государственных контрактов, отбора подрядчиков по государственному заказу, и правительство Республики Абхазия обозначило твердую решительность обеспечить прозрачность, и сейчас в парламенте рассматривается закон о контрактной системе, и приведены были примеры, что в качестве тестовых решений удалось снизить расходы по закупке определенных товаров почти в 3 раза. Это означает, что вы можете экономить существенное количество средств. Это просто не то, что неэффективно, это расходы, это просто коррупционная рента, а это теневая экономика. С этим нужно бороться. Также Республика Абхазия сейчас пытается приводить в порядок взимание так называемого входящего НДС, поскольку на ранних стадиях развития республики взималась, так сказать, процентная ставка от маржи, сейчас от, собственно, стоимости продукции. Здесь у России есть вопросы, потому что Россия является основным торговым партнером и экспортирующим в Республику Абхазия товары, в первую очередь продукты питания. Естественно, это отразится на стоимости поставляемых товаров, взимаемого НДС. Ну, собственно, сегодня по этому поводу дискуссия определенным образом была.
в рамках резолюции мы поставили вопрос о необходимости проведения дополнительных консультаций по этому поводу, потому что это, конечно, определенным образом скажется на объеме поставок товаров в Республику Абхазия. Заявленный объем доходов в 1 миллиард рублей от этой нормы не столь линеен, просто ввести 10%, соответственно, из оборота, который мы имеем, 9,3 миллиарда рублей по экспорту в Абхазию со стороны России, и сразу получить этот миллиард рублей. Здесь необходимо найти достаточно взвешенный подход, уверен, что мы это сделаем. Также с точки зрения инвестиционного климата очень важно принятие несколько дней назад закона об особых экономических зонах. Мы видели, что есть дискуссия в обществе, она продолжается уже даже после принятия этого закона. Различные, так сказать, течения в парламенте и вообще в политической конфигурации Республики Абхазия по-разному смотрят на этот закон. Кто-то считает, что необходимы правильные технико-экономические обоснования, кто-то считает, что это вполне реально к реализации уже сейчас, поскольку позволит обнулить ставки налогов и создать особые экономические зоны туристического типа в первую очередь. Это весьма важно для российских инвесторов, потому что они должны понимать базовые правила игры, потому что это игра в длинную. Да? Сам по себе закон об особых экономических зонах предполагает 25-летний период вложений инвестиций. И хотелось бы, конечно, чтобы эти правила игры были раз и навсегда установлены и обеспечивали ту доходность, которая заявляется там при нулевых ставках налогообложения. Вот примерно основные подходы, которые реализуются сейчас. Стоит отметить тот вопрос, который постоянно поднимается, и отрадно, что он поднимается в рамках нынешнего экономического форума. Изначально мы пытались задать темп открытой дискуссии, открытого диалога, даже, так сказать, не избегая острых вопросов, которые существуют в российско-абхазских экономических, подчеркиваю, отношениях, потому что в политических отношениях у нас практически нет никаких разногласий. Здесь со стороны Абхазии видится абсолютное доверие и поддержка российским действиям сейчас в мире, в нынешней политической ситуации. Это очень отрадно, что это очень уверенная позиция главы государства и, так сказать, общества. Есть вопросы так называемой возможности реализации иностранцам недвижимости на территории Республики Абхазия. Российская сторона считает, что целесообразно поставить вопрос о принятии соответствующего закона, который бы разрешал возможность отчуждения имущества иностранным гражданам. Здесь есть позиция абхазской стороны, которая считает, что пока это несколько преждевременно, поскольку есть риски ввести ситуацию в хаос, а также допустить сюда не совсем верных игроков в части, может быть, недружественных соседей и так далее. Россия понимает обеспокоенность абхазской стороны, но при этом уверена, что в рамках диалога, который мы продолжим, и это отражено в резолюции, мы все-таки выйдем на соответствующий законопроект, который будет устраивать обе стороны, и российские инвесторы будут иметь возможность в том числе использовать недвижимость в качестве частной собственности на территории Республики Абхазия. Сегодня, так сказать, движение в эту сторону подтвердило и председатель правительства Республики Абхазия. Уверены, что мы здесь найдем общий язык. Скажите, вы считаете, что дискуссия, весь форум носил достаточно откровенный характер, то есть был искренний разговор, не закрывая глаза на различные проблемы? Да, он был не просто искренним, он даже искрил, я бы сказал, разговор просто во многом был таким достаточно ярким и эмоциональным. Все-таки абхазский народ южный, горячий народ, и эмоции иногда дают о себе знать. И это хорошо на самом деле. Я абсолютно откровенно это говорил и в рамках пленарных заседаний двух, которые были, и в рамках круглого стола, и сейчас вам. Потому что только честное отношение друг к другу является залогом добрых партнерских отношений, к которым мы стремимся. Да, это был открытый диалог, да, были неудобные вопросы,
Причем неудобные вопросы были не только по отношению к абхазской стороне, со стороны нашей, российской, но и по отношению к нам. И мне задавали неудобные вопросы, на которые приходилось отвечать, например, о, так сказать, оплате контрактов по линии строительства Олимпиады, различных производителей услуг, строительных компаний и так далее. Приходилось отвечать на эти вопросы. Это абсолютно нормально. Я считаю, что диалог должен быть двусторонним, открытым, а не просто одни нападают, другие, значит, пытаются каким-то образом отбиваться. Я уверен, что все вопросы просто были сегодня сняты. И действительно, мы с удовольствием сегодня, вот в результате последнего нашего пленарного заседания, вынесли, что необходимо вот именно такой открытый диалог продолжать всегда, не только на форумах, но и в нашей обычной работе, да, не прятать голову в песок, а открыто перед собой и обществом выносить эти вопросы на обсуждение. Абхазская сторона обозначила создание на территории Республики Абхазия инвестиционного агентства, которое бы аккумулировало и инвесторов, и инвестиционные проекты на территории Республики Абхазия. Мы приветствуем это решение на уровне Российской Федерации и субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Существуют такие структуры, которые эффективно работают, если есть правильная экономическая и политическая воля. Отрадно, что по такому пути пошла Республика Абхазия. Здесь не нужно изобретать велосипед, это удобный механизм. Относительно тех проектов, которые сейчас рассматриваются, понимаете, для того, чтобы запускать проекты, необходимо несколько вещей. Да. В первую очередь, это, конечно, деньги. Потому что, по сути, на территории Республики Абхазия есть ресурсы, есть человеческий ресурс, есть материальный ресурс, или есть возможность получить его от России, там, обучение, образование и так далее. Вопрос денег, да. И уверены, что сейчас будет определенным образом пересмотрена инвестиционная программа между Россией и Абхазией в сторону увеличения инвестиционных возможностей расходования средств не просто в инфраструктуру, а еще и, так сказать, направление в создание, так сказать, предприятий, дающих прибавочную стоимость. Уверены, что в том числе это будет наполнять те фонды, которые существуют под этим инвестиционным агентством, под бюджетом Республики Абхазия, которые будут давать возможность софинансировать в рамках государственно-частного партнерства, в рамках государственного заказа по различным отраслям экономики. Мы видим, что есть проблемы, допустим, в строительном секторе в силу разных причин, отсутствия сбыта и так далее. В случае наличия этих средств и объектов инфраструктуры, куда вкладывать, естественно, это всколыхнет рынок строительный, и это будет очень верно при тем более нормальной здоровой конкуренции, о которой мы сегодня говорили в рамках изменения конкурсных процедур по государственному заказу, что крайне важно, и мы видим ответственное желание руководства Республики Абхазия это делать. Вы достаточно хорошо знаете экономику Абхазии. Хотелось бы узнать, вот если бы вы жили в Абхазии, работали в Абхазии, что бы вы как экономист сделали бы для Абхазии? С точки зрения методов и технологий экономического чуда, здесь опять же не стоит изобретать велосипед. Это примерно следующие рецепты. На мой взгляд, если вы говорите о моем частном мнении, да, ресурсы должны быть народными и контролироваться государственными компаниями. Соответственно, здесь должна быть достаточно жесткая рука с понятными доходами от работы с этими ресурсами, от переработки ресурсов, от экспорта ресурсов, имеющихся на территории Республики Абхазия, в частности, электроэнергия, допустим, и так далее. Ну а все остальное должно носить достаточно открытый рыночный характер. Там, где не стоит просто мешать бизнесу создавать что-то. При этом необходимо достаточно жестко контролировать фискальную политику. При этом на начальных стадиях она должна быть достаточно лояльна, относительно невысокие ставки налоговые, поскольку необходимо запускать экономику, а запускается она при наличии определенных льгот и отсутствие существенных административных барьеров. Если это произойдет, то будет достаточно эффективно
и результативно в течение ближайших лет перезапущены этой системой. Во-вторых, очень важна, конечно, политическая стабильность. Мы наблюдаем некоторое отсутствие политической стабильности, и приходящая новая команда, так сказать, как обычно это звучит, заявляет о провале экономических моделей, которые существовали ранее. Это нормальный политический ход. Собственно, новая приходящая команда предлагает обществу и новые подходы. Крайне важно, что общество давало этот временной ресурс и карт-бланш тем политическим системам, которые приходят и предлагают новые идеи. И для того, чтобы избежать этой политической нестабильности, которая, безусловно, влияет на экономические взаимоотношения, на нормативную базу, для нас очень важно, чтобы это было достаточно стабильным, потому что все-таки стратегия развития – это игра в долгую, да, и только от этого можно получать самый высокий эффект. Как вы оцениваете практическую значимость прошедшего сегодня форума? Практическая значимость заключается в нескольких вещах. Во-первых, в документах, которые были подписаны. Я участвовал в подготовке резолюций. Вы знаете, если взять резолюции предыдущего, 5-го Российско-Абхазского экономического форума, они были сплошь победными и добрососедскими реляциями. И я считаю, что это не совсем честно. Все-таки есть вопросы, которые не были до конца сняты. И эти вопросы должны стать продуктом, предметом обсуждения. А если мы констатируем, что все хорошо, а потом начинаем ходить шептаться по углам, по кабинетам и не доверять друг другу, это неправильно. Лучше в глаза всегда это обсудить. Опять же, так сказать, Кавказ, будучи эмоциональным, делает это и, может быть, даже учит здесь русских это делать, хотя мы тоже, в общем, достаточно открыты. Вот, поэтому, да, есть вопросы не снятые, но при этом приняты процедуры и регламенты их урегулирования. Я сегодня сообщал, о каких вопросах идет речь: недвижимости, вопросы налогообложения, инвестиционного климата и так далее. Поэтому, а второе, состоялся диалог, и он сейчас будет продолжаться, этот диалог, и в том числе очень важно понимать, что зачастую решения принимаются не в кабинетах или в больших собраниях при публичном скоплении, а в нормальных дружеских отношениях между руководством наших стран, когда залог личных отношений является в том числе залогом эффективного сотрудничества. Не нужно, конечно, полагаться только на это, но добрые приятельские отношения, они, в общем, существуют с частью руководства Республики Абхазия и парламента, дают нам возможность к открытому диалогу. Это очень важно. Спасибо, Никита Олегович, что пришли к нам и ответили на наши вопросы. Спасибо.